Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 28 лютага Беларусь нарэшце вызначылася з прадстаўніком на Еўрабачанні. Ім стаў дуэт «Вэл». Як прайшоў адбор, ці варта чакаць таго, што «Вэл» створыць такі сапраўдны прарыў для беларускай музыкі на Еўрабачанні? І ўвогуле, якія шансы ў дуэта? Мы гутарым сёння з нашым экспертам, з піар-менеджерам Еўрабачання Сергеем Андрыянавым. Прывітанне, Сергей. Вітаю. Слухай, першае натуральнае пытанне, ці задаволены ты выбарам беларусаў, таму што з аднаго боку беларусы галасавалі за дуэт «Вэл», так, даўшы дуэту 10 балаў. З іншага боку, упершыню ў гісторыі нацыянальнага адбору было міжнароднае журы, і міжнароднае журы таксама дало 10 балаў дуэту «Вэл», і ў выніку мы атрымалі 20 балаў, найвышэйшы бал. Добрый день. Я, наверное, начну разговор с того, что в первую очередь я доволен, как никогда, работой Белтелерадиокомпании. И действительно, в этом году, когда казалось уже после этапа прослушивания, что такая большая безнадега, Белтелерадиокомпания своей организацией финала национального отбора приятно удивили, по-хорошему удивили. В первую очередь, что были международные жюри, павильон Беларусьфильма, и то, что участники могли репетировать на протяжении недели свои номера, свои конкурсные песни. Поэтому надо все-таки отметить Белтелерадиокомпанию, чтобы потом не говорили, что вот Андрянов приходит в эфир Еврорадио, чтобы критиковать Белтелерадиокомпанию. Нет, работа действительно была проделана хорошая, качественная, и к телевизионной части Белтелерадиокомпании вообще нет никаких вопросов. А касательно выбора участника, я могу сказать, что на Евровидении такое уже было, на взрослом, с певицей Джамалой, когда она была вторая по жюри и по зрителям, и в прошлом году с исполнителем из Голландии, когда он был второй по зрителям и третий по жюри. И в суммарном количестве баллов он выиграл Евровидение. И здесь, в принципе, сыграла такая же история, сыграла математика. Касательно финалистов, я также хочу всех отметить и поздравить. Действительно, каждый из финалистов, скорее всего, сделал максимум. Есть такое ощущение, максимум себя показал, максимум своей конкурсной песни. Наверное, здесь яркий пример будет исполнительница «Аура», когда мне казалось, что это, в принципе, не должно было быть даже в числе финалистов, а они достаточно деликатно, со светлым посылом показали хорошее выступление в финале. И, наверное, точно сделали максимум со своей конкурсной песней. Собственно, вот как-то так. Окей, глядзі, тут такі нюансы ёсць, так? Дуэт «Вэл» выйграў нацыянальны адбор на Еўрабачанне, 10 балаў ён атрымаў ад гледачоў, але тое, што зараз адбываецца ў прынцыпе ў сацыяльных сетках, той хейт, які абрушыўся на, уласна кажучы, прадстаўнікоў Беларусі, ён выглядае вельмі дзіўным, таму што калі раптам беларусы так незадаволены сваімі прадстаўнікамі, дык хто ж тады галасаваў? Ці гэта быў такі маленькі адсотак галасоў, яго ж дагэтуль пакуль не показали яшчэ, так? Я думаю, правильно сделали, что не показали зрительское голосование, потому что, я думаю, разница между первым и вторым местом зрительского голосования была существенной, и чтобы вот не портить вот эту ауру, светлую ауру в этом году национального отбора, финала национального отбора, лучше, я думаю, и не стоит показывать эти зрительские голоса, у кого сколько. Я думаю, как-то сказать, я, наверное, немножко от себя вначале еще добавлю, что для меня это был особый национальный отбор, лично для меня в профессиональном плане, потому что впервые я выбрал сам для себя как пиар-менеджер тактику поведения абсолютно новую, понимая, что, возможно, моя персона может кого-либо раздражать и навредить кому-либо из финалистов, если я буду в открытую им помогать, их там или курировать, или продвигать. Поэтому, в принципе, я так был в
тени в стороне, но, тем не менее, это не отменяет, чтобы я был в процессе. Поэтому, если говорить о победе ВЛ, я могу сказать в первую очередь, что, безусловно, песня с потенциалом, песня с хорошим потенциалом. И я думаю, до встречи глав делегации, которая пройдет 10 марта, остались считанные дни. То есть мы знаем, что на встречу глав делегации исполнители должны подать окончательную версию аранжировки. У ребят есть все шансы сейчас, возможность усилить эту аранжировку. Все-таки ее надо доработать, скажем. И этот момент, я сейчас уже запутался, у меня столько в голове много мыслей, о чем я говорил? Ты казаў пра тое, што песня з патэнцыялам і што... Да, песня с потенциалом, и, безусловно, номера не было. Номера не было, это было плохо, откровенно это было плохо. Это была плохая графика, это была плохая работа камер. Лично я сам в номер не лез, то есть вот над номером конкретно, над образами, над посылом, над историей надо конкретно работать, потому что сейчас есть четкая разногласка от самой песни, то есть о чем песня, от того, что происходит на сцене, от тех движений, которые делают, то есть полностью каждый сам по себе, нет в этом гармонии. Безусловно, в первую очередь надо думать над месседжем, с которым ребята поедут, и от этого уже выстраивать все остальное, что они хотят сказать своей песне, своей истории. Пока четкой вот этой линии, которая будет прослеживаться по всем аспектам, этого нет. И поэтому, я думаю, здесь чистой воды сработала национальная история. Ты лічыш, што ўсё ж мова сыграла сваю ролю? Конечно. Я думаю, сыграл свой язык, и выступление ребят на фестивале Мова Фест. И, безусловно, здесь надо сказать, поскольку я так приложился к их участию в этом фестивале Мова Фест, хочу поблагодарить Павла Беловуса, который предоставил такую площадку для выступления, и он активно на своих социальных платформах поддерживал ребят Симбалбай. И, безусловно, я думаю, тоже выражу благодарность Руслану Стариковскому, как соорганизатору «Рок за Боброву», что он поддержал мою идею. «Рок за Бобров» во время трансляции рекламного блока опубликовал рекламу фестиваля с песней «Well». Але, дарэчы, там былі пытанні наконт таго, наколькі гэта карэктна падчас фіналу круціць ролик з гэтай же песняй. Все методы хороши. То есть ребята выступают на «Рок за Бобров», есть такой фестиваль, они там гости, песня играют. Тады глядзі, усе метады добрыя, але пасля таго, як стала вядома, што ВЛ выйграла і прадставіць Беларусь на Еўрабачанні, у рэйтынгах букмекераў наша краіна рэзка апусцілася з 25-26 месца на 39-е, і гэта насамрэч вельмі засмучае. Надо много работать. Прошло 3 суток, скажем, а на официальном канале Евровидения до сих пор не размещен финальное выступление ВЛ на национальном отборе. В принципе, лично для меня это настраивает на различные домыслы и мысли, почему так происходит, почему еще не опубликовано выступление на официальном канале Евровидения, хотя прошло 3 дня. Надо сейчас очень много работать, потому что, так скажем, таким народным выражением, непочатый край работы. По всем вообще абсолютно показателям. И здесь есть, конечно, такая, знаете, не то чтобы осторожность, опасность, скорее осторожность, опасность в том, что ровно через 2 месяца уже первая репетиция, 3 мая первая репетиция на конкурсной сцене. Соответственно, здесь нет времени для отдыха, нет времени для раскачки абсолютно никакого. Если у Нави Бенд они победили 20 января в финале национального отбора, и, месяц, целый февраль, и там 10 дней. То есть было больше времени для какой-либо раскачки, для какой-либо подготовки, то здесь ее в принципе нет. Вчера, допустим, в Румынии проходил финал национального отбора, Румыния с нами в одном полуфинале выступает, и уже в Румынии выступали представители Норвегии, Кипра, Молдовы, то есть, в принципе, страны, там, про Кипр и Норвегию, которые с нами будут в одном полуфинале. То есть люди уже начинают о себе заявлять, люди начинают уже ездить, и с учетом того, что у Молдовы финал был 29-го. То есть,
очень надо активно включиться в так, процесс. гэта зноў-такі, калі вяртацца да нашага з табой дыялогу, памятаеш, мы вось акурат пасля праслухоўвання гаварылі пра тое, што нашыя удзельнікі былі кепска падрыхтаваныя увогуле да самого конкурсу, да адбору. І гэта дае зноў пра сябе ведаць. То бок, калі б нумар быў ужо загадзя, то бок рабіўся, правда, цягам года, напрыклад, яны рыхтаваліся, то зараз ужо маглі Да не то чтобы года, в принципе, был и месяц, скажем, подготовиться именно для номера, для какого-то телевизионного решения. Ну вот, лично, скажем, я в эти процессы не вмешивался, не лез, то есть мне присылали видео с репетицией. Ну, когда мне прислали видео с генеральной репетицией, я понял, что основным конкурентом является Ян Ярош, и я на следующий день пошел на сольный концерт Ян Яроша, чтобы посмотреть, кто такой Ян Ярош, что он представляет из себя конкуренцию для ВЭЛ. Поэтому много надо сейчас работать, и в нашем случае у нас очень сильный полуфинал. У нас в нашем полуфинале на одну страну больше, чем во втором полуфинале. В нашем полуфинале, я так полагаю, победитель Евровидения будет. Я так все-таки думаю, что... Мы же на базе литовцев. Да, Литву. Я думаю, что в следующем году... Поедем близко-близко. В Вильнюс поедем мы. И, кстати, вот призываю уже артистов, которые думают про участие на следующий год. Вильнюс, Вильня — это исторический для нас город, историческая родина, так сказать. Поэтому я думаю, на следующем отборе, если он состоится, я жду больше белорусской мовы, еще больше креативной белорусской мовы, потому что все-таки в Литву, в Вильнюс хочется приехать по-особенному, как в Украину, в Киев с Нави Бенд, так и в Литву хочется. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Сергей Андрыянаў, піар-менеджер Еўрабачання, і мы падводзім вынікі нацыянальнага адбору на гэты конкурс, які пройдзе ў траўні ў Роттердаме і на якім Беларусь прадставіць дуэт ВЭЛ. Слухай, пра Яна Яраша і пра міжнароднае журы. Па-першае, вось маё меркаванне, тое, што было міжнароднае журы, гэта сапраўды было вельмі класна, вельмі так па-свежаму, і мне было вельмі радасна за беларускіх музыкаў, таму што нарэшце вось Анастасія Малашкевіч, напрыклад, пачула ад экспертаў, сапраўдных людзей, якія там робяць Еўрабачанне ў краінах, якія займаюць там першыя месцы, пры тое, што класна, вау, ты крута ўсё робіш, так? То бок пра Яна Яраша, калі яму там таксама эксперты кажуць: «Хей, там, Гай, ты на першым месцы». І это, сапраўды вельмі падбадзёрвае. І я думаю, нават тое, што Ян быў там у адным кроку ад перамогі, тым больш, што пэўны нейкі час ён ужо нават, відаць, звыкся з гэтай думкай, што я еду на Еўрабачанне ад Беларусі. Гэта, ўсё роўна не трэба падаць духам і, рабіць яшчэ больш, яшчэ лепей і сапраўды падрыхтавацца да наступнага году. Але вось на маю думку, так, ВЭЛ, яны не выглядалі, напрыклад, там лепш за іншых. Мне падаецца, што ў нас все ж былі дастаткова роўныя канкурсанты. Ян Яраш, ВЭЛ, Саша Захарык. Мне падаецца, што яна вельмі недооценена і засталася на гэтым адборы. Па-першае, яна цудоўна спявае, па-другое, у яе добрая еўрапейская песня, не трэба вось там казаць нічога пра Новы год. І па-трэцяе, у яе вельмі ўсё класна выглядала на сцэне. І Чакрас таксама, гэта быў такі незвычайны нумар. Магчыма, там было зашмат усяго, і не арганізатары, а прадзюсары проста перастараліся, але гэта таксама было арыгінальна. Да, то есть финалисты все, в принципе, были ровные, и я действительно очень еще раз отмечу Белтелерадиокомпанию, что наконец-таки мы увидели международное жюри, непредвзятое жюри, и белорусская сторона этого жюри была представлена более чем достойно. Поэтому это вот объективная оценка, посмотрели на себя со стороны мы, вот увидели, кто есть кто, что есть что, и действительно и Захарик, и Ярош, и Малашкевич, и та же Аура, к удивлению многих, я думаю, все они выглядели абсолютно достойно и хорошо. Я думаю, история с ВЭЛ случилась, что сейчас такой карт-бланш им дан. А вот сейчас есть 2 месяца, чтобы показать и доказать, что действительно выбор был сделан правильным, выбор был сделан в их пользу. И с этой песней финал пройти можно, абсолютно спокойно можно пройти при, скажем, активной работе. Ну и в финале, в принципе,
Ну, если уж сильно поднапрячься, то там на какое-нибудь место 10-е можно побороться. Ну, мне падаецца, это ты ўжо просто 10-е месца, это з области фантазии, по фантастике. Нет, я верю всегда в белорусских исполнителей, которые едут. Можно. Касательно группы «Чакрас», ну, могу добавить, что, в принципе, для меня это было ожидаемо. Мы с вами месяц назад об этом говорили, что задача Максима — сделать красивый номер с помощью режиссера Маши Ермаковой. В принципе, он с этой задачей справился. Это была такая симпатичная картинка вполне. Да, они перегнули, да, то есть местами это казалось, то есть как бы можно было это назвать произведение «Дети хоронили коня», когда, то есть вот эти звуки коня. Там коник з'явился, справді нечекано. Да, поэтому, я думаю, они перестарались. Конечно, сама пиар-компания мне лично напоминала пиар-компанию 10-летней давности. Ну, але я з тобой могу паспрачацца, добра, што яна ўвогуле была, таму што, ведаеш... Вы знаете, для кого хорошо? Для них самих, и в первую очередь для Максима, что он этот этап прошел. То есть, условно говоря, если я выстраивал пиар-компанию подобного рода с Аленой Ланской там 8 лет назад, а Светлана Лобода 10 лет назад продавала квартиру ради Евровидения, то если это спустя 10 лет назад дошло до Максима, то уже хорошо, что он этот этап прошел. Но другой вопрос, это тоже, знаете, такой, много вопросов показывает, на каком уровне у нас сейчас находится шоу-индустрия, что люди, которые называют себя продюсерами, вынуждены продавать квартиру ради Евровидения, ради национального отбора. Все-таки продюсер — это тот, кто, ну, по моим ощущениям, тот, кто ищет деньги или имеет деньги за счет бизнеса, партнеров, а не за счет продаж квартир. Ну, это мои такие ощущения. Окей, але, ну, з пункту гледжання менавіта таго, як былі прадстаўлены артысты, так, і вось я была з дзіцёнкам там, Да. і ён казаў: мама, я хочу флажок, я хочу махаць флажком. І атрымалася, што апроч вось гурта «Чакрас» ні ў кого не было там ні сцяжкоў, ні нейкіх У Вэл афіш. было. У каго? Well. Ну, вось нам не дасталася. І шарыка, і ў выніку мой Рыгор, напрыклад, балеў за гурт «Чакрас». Дзякуючы шарыкам і шматлікім. Ну, я шчыра, я не бачыла там флажка ніякага у Вэл. Ну вот, бюджеты «Чакрас» ушли, чтобы удовлетворить вашего сына. Это все одно. Да, поэтому я думаю, в целом артисты как бы молодцы, действительно приятно удивили, потому что мы видели на этапе прослушивания, что оно все выглядело достаточно печальненько, было много юморных видео, реакций в интернете. Это, безусловно, расстраивало, потому что это общий имидж и репутация страны на этом конкурсе. И я, когда вот зашел в павильон «Беларусьфильма», в самом павильоне была очень какая-то светлая энергетика. Возможно, что место новое. Потому что, знаете, в этой студии 600 уже там чего только не происходило, там каких только эмоций не происходило, а здесь так все по-светлому, по-доброму. И действительно эти международные члены жюри вот прям ни к чему вот не придраться. Возможно, на следующий год, если Белтелерадиокомпания будет проводить отборы и в таком же режиме, там какие-то косметические телевизионные нюансы учесть. Там, к примеру, как там ведущий стоит за жюри или ведущий стоит за финалистами. Ну, дарэчы, вось добра вельмі Віталь Драздоў, так, сябра журы украінскага адбору, вось пракаментаваў Сергею Маліновскаму тыя моманты, ну, тыя хібы, якія, ў прынцыпе, былі вельмі відавочнымі, што артысты былі ноунеймамі, то бок хацелася больш нейкай працы з артыстамі, каб яны больш раскрыліся, каб мы не гаварылі, што, ну, там, Анастасія там ці Дар'я Хмельніцкая, ну і ўсё, і хто гэта, і мы не ведаем, так? А вось былі нейкія такія візітоўкі, дзе б яны там расказалі пра нейкую сваю такую моцную гісторыю жыцця, так? Каб вось, як Віталік кажа, каб, ну, людзі полюбілі іх, а не казалі потым у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, што фу, зноў няма што слухаць, што мы там на 20 гадоў спазніліся, і пра тое, што гэта за песня Вэл, увогуле пра што яна, вы што там на дыскатэку у Ліду сабраліся і гэтак далей. Хаця, ну, насамрэч, ну, музыка здесь я, не может, кепская. не полностью соглашусь с Виталием, поскольку, в принципе, вот там вчера в Румынии был отбор, или как он в Литве проходил, не везде, так вот, скажем, подробно финалисты о себе рассказывают, как в Украине, но это тоже имеет место быть, может быть, на следующий год и сделают такого плана, почему бы нет, но в целом, я говорю, вот
очень хорошие ощущения, очень хорошие впечатления, в принципе, практически от всех финалистов. Молодцы, что артисты не опускают руки, продолжают действовать, работать. И, ну, посмотрим, что сейчас будет в СВЛ для Голландии, в Роттердаме. Ребята немножко напоминают своим поведением Нави Бенд. И, в принципе, визуально немножко похожи, поэтому я думаю, это будет, ну, весело. Ну, в сенсі дуэт, Да. беларуская Да. мова. Да, поэтому вот, собственно, будем видеть. Ну, але ось самі ближайшие кроки, які яны мусяць зрабіць. Первый самый шаг на сегодняшний день, это, безусловно, вот как я уже повторяюсь, говорил, это сейчас срочно заняться конкурсной песней. 10 марта встреча глав делегации в Голландии. Бо трэба її перарабіць, пераранжировать, нечего додать. Речь не идет о существенной изменении аранжировки, но в любом случае аранжировку надо усилить, масштабы прибавить. Так как бы оставлять нельзя. Надо. Это в первую очередь. И на встречу глав делегаций, как правило, уже подается и клип, и фотосессия. Ну, с учетом, что у нас как бы проходил поздно национальный отбор, пускай они как бы сейчас не распыляются и в первую очередь займутся песней. И все силы сейчас на этой неделе уйдут на песню, на работу с песней, с вокальными партиями, инструменты, аранжировки, хуки, всевозможные звучания. Все силы должны брошены сегодня быть туда. Вот. А потом уже непосредственно параллельно вместе с этим, чтобы другие люди команды начали думать над образами, начали думать над стратегией поведения ребят, над в принципе, проанализировать песни других исполнителей. Мы выступаем в первой части первого полуфинала. То есть я даже не исключаю, что ВЛ могут открывать. Песня по звучанию такая, что она как бы хорошо зайдет, если они будут выступать под первым номером. Хотя как бы это же для нас и не есть хорошо. Поэтому надо изучить, надо, когда начнутся промо-туры там, в Голландию, опять же, в ту же, в апреле, там, в Израиль, в Испанию, опять же, уже понимать, с какими артистами, какие страны нам могут поставить какие баллы. Опять же, хочу сказать, в этом году Евровидение будет очень звездным и очень сильным. Филипп Киркоров выступает сразу от 2 делегаций, от Эстонии, от Молдовы. А за Хорватию будет выступать победитель славянского базара, он же победитель новой волны Дамир Кеджо. Собственно, привет ему передаю, мы как бы хорошо дружим, общаемся. Румыния фаворит, Литва фаворит, как всегда Австралия, Швеция, Норвегия и все вот эти наши страны, и, безусловно, очень так надо будет хорошо поработать. Сергей Андрыянов, піар-менеджер Еўрабачання, сёння гость жывога эфіру Еўрарадыё. Натуральна, мы падводзім вынікі нацыянальнага адбору, гаворым пра шансы дуэта ВЛ у Роттердаме. Слухай, увогуле, якія тэндэнцыі, так, якія тренды сёння будуць на Еўрабачанні? Вось ты, напэўна, праслухаў уже ўсіх кандыдатаў. Што можаш сказаць? На сегодняшний день известно практически 30 песен. 42. Одной. 41. Да, Окей. да. То есть еще вот на протяжении этой недели, там завтра Израиль определяется, Россия, безусловно, кандидат от России любопытен, тут ходят Што различные... таксама будзе ўжо на гэтым тыдні? 7 марта ходят различные слухи от Оли Бузовой до дуэта совместного Полины Гагариной и Сергея Лазарева. И все они в нашем полуфинале, поэтому... Мне лично приятно, что прозвучит 2 славянских языка, это украинский и белорусский в одном полуфинале, и хорватский в нашем же полуфинале. Также будет на Евровидении в этом году из этих 30 песен, так скажем, 80% баллад. Очень много лирических баллад, и, безусловно, вот на этом факте ВЛ выигрывает. И что еще будет? Также будет от Мальты выступать победительница детского Евровидения 2015 года. Там очень сильная вокальная девушка. Песни пока еще нет, но я думаю, это будет тоже вполне любопытно. Очень много в этом году хороших вокалистов. Опять же, из Польши выступает победительница польского голоса. Такая достаточно убедительная девушка, артист. Але, Сергей, ну, Еўрабачанне — это ж не конкурс вокалу, як многія кажуць.
Да, да, мы видим на примере литовца, да, что поет ли он там вообще в своей песне. Но это должен быть симбиоз, но тем не менее, то есть вокал никто не отменял. Если это все в гармонии с исполнителем, с артистом, с его песней, номером, то это будет топ-10. Кто какие, опять же, вернемся к разговору, кто какие цели себе ставит, когда идет на Евровидение. Какие цели сейчас себе ставит ВЭЛ? Какие они себе ставят цели? Пройти в финал, победить, достойно выступить, этого мало. То есть здесь, как бы, тем более с белорусской мовой, уже имея хорошую историю, мне кажется, эту тенденцию у них есть все шансы подкрепить. Ну, канешне, будзе бачна это ўсё, і беларуская мова натуральна, што плюс, і нават па рэакцыі соцсетак тых жа можна бачыць, што так, все кажуць так, беларуская мова плюс, але песня. Нет, я вот был, когда приглашал телеканал СТБ меня в финал украинского отбора, я показывал и украинским артистам песню «ВЭЛ», и их порадовал, сказали «хорошо». То есть, безусловно, с учетом, что все понимают, что будет все дорабатываться, визуальный ряд, артистический и так далее, то вполне белорусский язык звучит модно, современно. Почему бы и нет? Так что. Окей, мы разумеем, напрыклад, што трэба рабіць ВЭЛ, каб там падняцца ў рэйтынгах, так, Еўрабачання, і каб увогуле прыстойна выглядаць, але што ім яшчэ трэба рабіць, каб, запэўніць беларусаў саміх, галасуйце за нас, в сэнсе падтрымлівайце нас, не трэба нас хейціць. Не надо этим заниматься. Чаму? Я никогда этим не занимался, лично я. То есть, во-первых, когда ты делаешь качественно свою работу, то априори у тебя уже будет миллионная поддержка. Главное, то есть, получается, быть убедительным в своем деле и отдаваться ему полностью, всесторонне. Когда это будет сделано качественно, прям вот действительно качественно, без перебора, без крайности, без перегиба, то, безусловно, все будут поддерживать, все будут ратовать за тебя. Поэтому, мне кажется, надо честно сделать свою работу, профессионально ее сделать, и все скажут, мы белорусы мирные люди. Слухай, дарэчы, яшчэ калі взяць глядацкае галасаванне, так, я калі шчыра думала, што ўсё ж больш галасоў аддадуць менавіта Яну Ярашу, потому што яго вельмі такі пазітыўны, лірычны, романтычны вобраз, так, песня такая больш зразумелая, яна ўсё ж больш зразумелая, чым, напрыклад, песня «Чакрас», так, але бачыш, все ж гледачу больш падабаецца все ж картинка и нечто незвычайное. Ян Яраш, он был убедителен, и он был честен с тем, что он делает. Он музыкант, он живет этой музыкой, тем более его подогрел накануне, за час, сольный его концерт в концертном зале в Верхнем городе, и живой бенд, они же играли вживую. И это все было достаточно чувственно. Плюс Ян Яраш работает сразу на две аудитории, и на мальчиков, и на девочек, зная специфику этого конкурса. Касательно «Чакры» еще могу добавить, что это не ново для Евровидения. Такое уже было в 2003 году. Это было вельми давно, уже никто не памятает. Да, и в 95-м, да. Тем больше. Так что, в принципе, лично для меня здесь какой-либо новинки особой нет, поэтому... А Ян Яраш, это как вроде тоже не новинка, но это стабильно, музыкально хорошо. Так, просто особливо, коли влічыць, што ў мінулым годзе ўсё ж Лоуренс так вельмі таксама нагадвае тое, што робіць Ян. Таксама прыгожы хлопец за роялем. Возможно, в исполнении Яна чувствовалась некая лирика, некая история, чего не хватило остальным участникам, когда они исполняли свои песни, то есть не были честны со своей песней до конца. Вот этого было. Слухай, чему международное жюри все же на первое место поставило Яна? Потому что они понимали, что им не надо, они приглашенные жюри, они не будут здесь заниматься какими-либо экспериментами. И они выбрали то, что такое плюс-минус формат Евровидения, и понятно им. И в конце концов это же было неплохо. То есть он был убедителен. Потому что когда мне, прислали видео с генеральной репетиции, я понял, что надо идти на его сольный концерт и смотреть, кто такой Ян Яраш. И когда уже озвучили, кто в списке жюри в прямом эфире, я понимал, что Ян Яраш, он будет в лидерах. Я, на жаль, не паспела яшчэ прабегчыся там па нейкіх там водгуках, так? Які фідбэк ад міжнародных жюры, ты нешта бачыў? Скажем, мнение жюри вообще оно такое было разноплановое.
Кому-то очень сильно понравилась Кейси, и они даже уже когда по возвращении в свои страны опубликовали фотографию там с Кейси. Но Кейси тоже была хороша, не Ну будем так. этого как бы отрицать. Хорошо, всем хорошо. Ну, опять же, кто-то советует работать над образом Вэл. Хорошее, то есть фидбэк. Я уже посмотрел реакции европейцев в Ютубе, что они публикуют. Неплохо, хорошо. Бок, в принципе, прогноз не кепский. Я считаю, нет, самая главная песня. Песня с потенциалом. И финал может быть стабильно вообще. Но песню надо подкрепить. Это, знаете, как была история с Нави Бэнд, когда всех и все причесали. Вот здесь вот плюс-минус такое же. Навести порядок. Ты будешь допомагать музыкам наводить порядок? Ну, здесь определяет Белтелерадиокомпания. Все-таки они составляют делегацию, они делегируют всех, они оплачивают сие мероприятия. Поэтому, наверное, я готов, если будет такое предложение. Дякую тобі вялікі. Дякую. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, піар-менеджер Еўрабачання Сергей Андрыянаў. Мы падводзілі вынікі нацыянальнага адбору, ну і абмяркоўвалі шансы прадстаўнікоў Беларусі дуэту ВЛ на патрапленне ў фінал, ну і ўвогуле натуральна на перамогу на Еўрабачанні. Колькі можна нам не перамагаць ужо Так, час. подкаша. Шчасліва. Счастливо.